ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 12:00. Открытие первого этажа детской горбольницы. Это уже третий этап ремонта стационара. С конца августа этого года отремонтированы центр здоровья, рентген-кабинет, школьное и дошкольное отделение, а также отделение восстановительного лечения. В приоритете сотрудников физиотерапевтического кабинета – безопасность маленьких пациентов. Все отраслевые стандарты соблюдены. С 8 до 19 часов через него проходит порядка 60 человек в день. Сейчас переполняет на самом деле радость от того, что наконец это все свершилось. Завтра мы ожидаем прием первых пациентов в отремонтированное помещение, в уютное, красивое. Вы сами видели, какие у нас цвета. Все сделано для удобства и комфорта отпуска физиотерапевтических процедур. Полностью приведены в порядок кабинеты детского стоматолога, гинеколога, логопеда и психолога, статистики, массажный кабинет, зал ЛФК, технические помещения, а также раздевалки для посетителей и медработников. Мы не показали, сколько еще было работы сделано в подвальных помещениях. Да? То есть это и новый узел теплоучета, да? То есть это новый водомерный узел. То есть система отопления, система вентиляции, да, то есть была сделана колоссальная работа. Капремонт проведен в рамках партнерской программы с одной из ведущих нефтяных компаний. На все про все ушло 12 миллионов рублей инвестиций и 400 тысяч из благотворительного фонда. В комплексе полностью система отопления была, представляете, вентиляция, вода, канализация, то есть это все, по идее, нужно было делать в этих стесненных условиях, чтобы, соответственно, никто не остался без воды, без туалета, без отопления. 1300 квадратных метров, да, просто вот перевернули сверху ног на голову, и при этом все, кто там находился на втором, на третьем этаже, этого практически не почувствовали. На средства нефтяников также закуплены медоборудование и мебель на сумму более 1,5 миллиона рублей. Осталось отремонтировать лестничные клетки, фасад здания и пристройку к детской больнице. На данный момент там отделение реанимации и патологии новорожденных. По словам руководства больницы, вся надежда теперь на «Газпром».